нашей героини тяжелые воспоминания о лихих военных годах. Но при большой трагедии огромной страны порой случаются минутные радости. И о таком случае рассказала нам наша героиня Витошкина Любовь Лаврентьевна. Ее родной брат, офицер Красной Армии, встретился после ранения в госпитале со своим отцом, и эта минутная встреча оказалась последней. После выписки брата этот госпиталь был уничтожен фашистами. Любовь Лаврентьевна, мы приехали к вам побеседовать, поговорить с вами о том периоде детском. Вы родились в 1938 году. Да. Да. И нам важно, чтобы вы передали и рассказали нам, будущим поколениям, те детские воспоминания, которые у вас были в период войны. Что вы можете сказать, где вы родились, когда родились? Родилась я в деревне глухой. Ничего у нас не было. Ни клуба, ни магазина. Ничего, в общем. А как деревня называлась? Начаркатья. Начаркатья. Там проживали русские, Удмурты. удмурты. Сразу у нас смесь. Удмурты и русские жили мы. И сколько у вас было в семье? В семье было 4 брат и 2 сестры, и я вот 4. Ну, в общем, до нас еще умерли, у нее было у мамы у нас 7, 3 умерли. Любовь Лаврентьевна, Да. когда началась война, вам было всего 3 года. Да. Конечно же, вы не помните это начало, но вот что рассказывали вам родные о начале войны? А рассказывать было некогда. Была одна мама, надо было дома, надо было, и ее все отправляли то в лес. Мужчин-то ведь не осталось. То в лес, то с Сульном. На лугу ведь ездили на лошадях. Вот уедет на неделю. Уезжала. И вы оставались одни, да? Мы оставались 2. Одну сестру 14-летнюю отправили в ремесленно, а другая 12-летнюю на ферму. И вот она вот 12-летняя меня все таскала с собой. Некуда было. Может быть, вам рассказывали ваши родные или близкие. Вы помните, как у вас кто ушел на фронт? Отец. Вы это помните, да? Ну, я помню, ну, когда... И потом в скорости брат. Брат ушел. Брат ушел. Он уже кончил 10 классов в Поволжской школе, вот. 10 кончил, и его взяли в Воткинск военное училище. В военном училище Он учился? с военного училища вот из Воткинска сразу его взяли на войну. Это... Не знаю, я его не знаю, с которого года. Но вот старшей сестре было 14 лет, вот вторая 12, а мне 3 годика. Вот. А ему, он самый старший у нас был. А его взяли вот после отца уже. Вот он дошел до Берлина. Еще вот они в госпитале с отцом встретились на войне. И это... Оба раненые. Вон фотокарточка есть, контузило его в это место, шею. Не разговаривал. Но что он грамотный, он начал, говорит, писать Цирчин Николай Лаврентьевич. И на другой день, говорит, отец приходит. Вы письма получали? Получали. Только одно от отца. Он неграмотный совсем был. И кто ему помогал писать? Помогал из рядышной деревни Силкино. Пошел тоже это, и вместе он то грамотный, так вот написал нам, что Лаврентия положил в госпиталь. И с тех пор все
В скорости пришла похоронная На отца. на отца. Потом брат пишет, ну, я-то еще неграмотна ведь была, так сестра читала, мама тоже неграмотна совсем была. Сестра читала, говорит, пишет, Коля говорит, письмо, слышно ли что про отца? Она опять пишет, что от отца получили похоронную. Не пиши больше ничего, не расстраивай. Ну, потом он все же нам помогал, брат-то. Аттестат сделал, какой-то аттестат. По 200 рублей мы получали во время войны. Вот что я помню больше, что. А вот вы помните, может быть, другим вашим соседям эти приходили или письма, или похоронки? Вот эти моменты не помните? Нет, ну, треугольники ведь ходили. Да. Либо почта. А от брата он как военный был офицер, так это от его такие приходили конверты. Конверты, да, приходили? Конвертом. Не треугольники. Нет, М. только полевая почта и все. Вот вы сказали, у вас брат и отец встретились на войне. Да. Вы можете еще поподробнее нам рассказать, как это было? Как Было, вы помните? было, говорит, ну, привезли его в госпиталь, говорит. Брата. Да, он ведь приезжал после войны домой в деревню. Он сам рассказывал нам это все, Всю эту историю. маме. Говорит, прошел год бой, меня, говорит, засыпало песком. Снаряд взорвался, меня, говорит, засыпало песком. Брата. И шинели, говорит, осталось. Когда, говорит, пошли после боя собирать, ну, раненых. Пнули, говорит, и меня вот нашли тогда, говорит, привезли. Меня, говорит, контузило, и я, говорит, говорить не мог. Ну и ходит, говорит, переписывалась, говорит, медсестра по палате. Говорит, как, говорит, ваша фамилия? Сырчин Николай Лаврентьевич. Она, говорит, обошла палату и снова подошла ко мне. Я, говорит, снова Ну и потом приходит, ну, он в чувстве был. Приходит, говорит, отец. Разве ты, сынок, говорит, на ногах? На ногах, говорит, уже. Ну и что потом? Вижу, говорит, ходит врач. Привязали, говорит, меня веревкам руки и ноги к койке. И как, говорит, коленком давнет челюсть ему у его. Я, говорит, не знаю, сколько я бился, сколько чего. Потом, говорит, снова эта медсестра приходит, как, говорит, ваша фамилия. Я, говорит, только выговорил, дайте мне закурить. Вот. Что, я 11, говорит, суток пролежал, говорит, тут, и что, некогда бой, говорит, шел такой, так я, говорит, скорее отстану от своей роты, или как ли у его была. Подразделение воинское, да? Да. К нам приходила газета «Красное знамя», «Красная звезда». И он там выстрелил свой и пальцем что-то так грозил. Не смогли сохранить никак эту газету военную. А потом, говорит, меня выписали, а он так и, говорит, в госпитале остался. Отец. Когда, говорит, прошел бой, я, говорит, обратно воротился, где шел бой сильный. Этого в госпитале уже, говорит, не было. Уехали. Взорвали. Взорвали? Да. Вот и у нас ведь похорона-то пришла без вести пропавший Даже. отец. А он вот все, до Берлина дошел, до победы. Вот фотокарточка есть. Вот, Любовь Лаврентьевна, шла война, а вы маленькая девочка. Как вам жилось? Плохо. С кем вы жили? Я одна почти, с кошкой. А никого больше. А мама? А мама в разъезде их все.
то в лес, то вот лен все в Нылгу возили. Уедет на неделю, лошади-то были плохие ведь. Это я помню. Да, 3 быка было у нас. То быка сунут. Вот и возила. Быка запрягали. Да. А старшие сестры чем занимались? Старшая сестра в ремесленно взяли 14-летнюю. Все говорила, сбежу. Мама не пускала, это посадят. Боялись ведь. А вот что ели, чем питались Ели в то время? зимой картошку, а летом вот листья липовые, да что ели. В смысле, просто листья осот. ели? Да, Или что-то с ними делали? ну сушили, толкли в ступе, А потом? а потом размешают кислым молоком, да и ели этим. Это помню я, лебеду. Нигде не найдешь, раньше было лебеды. Все съедали. Все съедали. Плохо жили. А играть? А играть Играли? некогда было, некогда было. А чем занимались-то вы? Так Вы что? ж маленькие были еще. Так ведь где-то сильки были, кормишь. Что я маленькая больно была, так. Вот сколько могли, помогали, да? Да. Где-то сестре возьмет с собой. Там где-то хоть капельку. Ну, у нас корова была своя. Овечки. Такие налоги были сильные, это большие. Овечка одна была, и то на мясо увезли без всяких. Плохо жили, плохо. Ни обуви, ничего не было. В лаптях ходили, нет? В лаптях. В лаптях И ходили, да? последний лапоть вот потеряла, Вова в школу ходила, веревки оторвались, и школьники-то побежали, а я маленькая была, так осталась, и где искать ночью, во вторую смену учились в Обожедах. И лапоть, этим же лаптем меня мама, Отлупила да, за то, что потеряла, да? плохо, плохо, нечего же. Сейчас вот все есть, так неохота уж и не есть, и ничего. А вот у вас, кроме вас, ведь еще в семье были сестры. Да, Где они работали? одна на ферме работала, а другая в ремесленном. На ферме она коров доила, да? Коров доила она. Ага. Ну и как? Вот. И я, куда меня, она на закрошне до меня с собой на ферму, куда же. А зимой так на санки. Вот весной мы пошли как-то, да я завязла собирать картошку гнилую-то вот, которая остается на зиму На поле. на поле колхозную. И пришли немцы, нас гоняют со своего поля. Немцы? Немцы вот привезли их на поселок немцев-то когда. Это переселенцы или... Я не знаю, откуда они были. Мгм. 2 машины было их. Привезли осенью они, в общем, по-легкому все. Есть и хочут. И нашу деревню не пускали их. Да, Военный комендант был. у них. Да, нашу деревню даже не пускали. Ну, потом они ведь нас гоняли, где-то легколоски были, да что-то собирали, они тоже голодные же были. Если мы придем, нас гоняют со своего поля. Ну, чем богаты были, тем и рады, и кормили маленько их. А они сделали землянки на поселке-то вот. В землянках жили. В землянках жили, землянки у них большие были. Я часто ходила, продавала молоко, уже большенько была. В этот немецкий поселок, да? Страшно заходить было к ним, прямо сидеть, противно говорить, так и расскажу, что. Сидит старуха, все ноги у нее изгнили, так и бежит гной по ногам. И ели они что тоже, с волы вот ракушки-то есть на воле,
А у них горы, так и у землянок. У каждой землянки были эти горы. Ракушек. Да, они выковыривали это, значит, жарили и ели. Вот. Но мы хоть это-то уж я не ела же. Они их не пускали к вам в деревню, да? С немецкого поселка. Не приходили они? Ну, потом стали, Стали. и потом их, боже, ведь они учились. И нам общежитие есть, значит, а нам нету в деревенским. Мы ходили каждый день, вот, холод, голод, холод. А немцам дали, потом все равно они разъехались, не стали ведь здесь жить, которые у них кладбище, каждый день покойник, у них особое кладбище есть там за поселком. М, Это я точно знаю все. Понятно. А вы с их детьми не играли? Нет. А вот вы на ферму, говорите, ходили вместе с сестрой. Вы тоже помогали доить, да? Доить я не помогала, я на санках это крыши вот откроют, так на санках таскала корм. А, корм таскали? Корм. Ага. И как коровы были сильные, много молока доили? Ой, так одна фляга. Со всей Одн- фермы, что ли? Ну, так, ну не большая ведь, Ферма. небольшие ведь были фермы, не как ведь сейчас. Ага. Вода была из колодца, все колодцы. Так я еще на ферме была, колодцы у нас в деревне-то. Ни воды, ничего ведь не было. А крыша, наверное, соломенная была, нет? Крыши, У когда, фермы-то? когда вот я в детстве была, то да, соломенные крыли. Осенью кроют, а зимой открывают снова этим же кормят. Кормят крышей. Мгм. Ну и не гибли коровы-то? Так вот пропадали. Пропадали даже? Даже, так вот отрубили нам ляжку, целую ногу с От, сестрой. от погибшей коровы? Да, от пропавшей. От пропавшей? Да, даже не ободранную мы дома в избе обдирали с сестрой. То есть вам Дали. дали? И не всем еще давали, которые на ферме только работают. Только им давали, да? Да, ну по 200 грамм муки, вот если кто на ферме, так по 200 грамм муки давали. А мама еще не давала нам, еще вот надо в город ремесленно, туда она голодная, там что их крапивой говорит, только тоже кормили, так у станков-то ведь не больно было тоже. Она говорила, я не достаю до этого, до станка, так мне, говорит, этот ящик Ящик ставили. ставили, да? Мгм. В школу вы пошли после войны. Что вы помните о том времени? Как учились? Как училась? Ну, у нас 2 класса, 1 и 4. У нас до 4 классов было в такой вот избе деревянной. Там же в деревне В учились. деревне училась я. По 2 класса мы учились, ну, старший и младший Вот класс. были ли у вас учебники, бумага? Вот если в войну вообще не было бумаги, то у вас после войны уже появились нет тетради? Нет, тетради не было, просто какая-то бумага. Тетради не было. Книг тоже. На весь класс одна книга была, букварь. А что еще вот помните? Сколько человек у вас? Немного было в Ой, я классе? уже забыла. Забылось уже? А чем писали? Чернила у вас? Чернила. Чернила были, да? Чернила были. Ручки, Ручки, перо, пером писали, да? да, звездочку была. Книги были, книги читали. Не читали, нет, что не было, букварь один был и все. Ну, Один у букварь на старших весь класс. по одной книге так. И у старших также по одной книге учили. Учительницу я уж не помню. А потом вот приехала учительница. Такая девчонка нас учила сначала. А потом учительница приехала, забыла фамилию. С образованием уже, да? Да, она с семьей приехала. Вот как у них фамилия. Помню, вообще-то знаю я. Да, дочери у нее еще вот тут. А вот этот, Боже, в аптеке работала Женя.
в школе учились. Наверное, свободное время после учебы у вас было. На Может гу- быть, и чем занимались? На гуменник, На гумене? в аккурат, напротив, дом-то стоял против гуменника, молотили в аккурат. И там? И Что там играли, что ли? играли, не пускали. Мы хотели зерна хоть горстку взять. А, Не пускали туда, только пробежишь, если, может, сколь-нибудь сумеешь взять. Очень соблазн был велик, да? Да. Пахло зерном там. Мгм. Там ведь молотилка была такая, ну, Да. снопы. Жали-то рукам ведь. но все равно, наверное, какие-то детские игры были, играли. Нет? Нет. Так не было. Все в заботах? Все детство в заботах? Как набить живот. Как набить живот? Ну да, у ребенка, скорее всего, чтобы сытым быть. Понятно. Ну, а в период учебы-то, наверное, ведь летом, вот в каникулах в колхозе помогали или что Так делали? лен рвали, Ходили на поле. да. Лён убирали. Лен рвали, и когда и пастушить, вот у нас отдельно ведь колхоз был на Чаркотета. По отдельности ведь были сначала колхозы-то. Это уж вот потом соединили нас в Волошь, вот Свилкино, Кочкам. Это 4 деревни было. На Чаркоте вот 4 деревни. А кроме льна, чем еще? А что больше это маленьких-то заставишь? Ну, На лугах сено убирали, может быть? Нет? у нас луга далеко. Да, далеко. Там ведь за поселком еще за болото ведь было тут раньше, да где, куда нас нет. На поле тоже не работали? На поле, а что заставишь работать, нет? Нет. Вот когда будем вязать снопы и жнейкой жали, по снопу эти сноп нужнут, жнейка была такая. И мы вот вязать ходили. Оставить уже силы-то не было у нас, М, взрослые Ставили, да? ставили, а вязать-то на полудах. А что вы помните о победе? Вот Как узнали? помню, узнали, я это не знаю, но мы приехали с сестрой на поле, привезли зерно на посев, а сеяли ручную старики. Старики остались ведь. И это, что-то запрыгали, говорит, меня сестра Мария звали. Запрыгали, и это, говорит, День Победы. Ну, все закричали, забегали, старики, эти были ведь, Лукошки? ну, Сились? сетево, Сетил. такие большие были. И запрыгали, ну, боже мой. Потом нам сказали, вот День Победы, а что нам День Победы? Это же голод и все. Сытнее жить не стало, да. Жили так же, продолжали. Также, ну, давали поскольку килограмм муки дали. Так еще хлеб не пекли, а мама только завариху заварила. М, И ни сметаны, ни масла, ничего, только вот молочком таким А вот. что такое завариха? Ну вот кипятком заваришь муку. Как киселек, да? Да. И Это вы это е- завариха. И это ели, да? Да, не кисло она, ничего, но сразу муку заварить. А ведь зерно-то было такое, так хорошая была мука-то, желтая такая, прямо желтая, не то что... Теперь белая не такая, какая ржаная была раньше. Или так казалось нам. Может быть и А так. вот в этот День Победы это может быть где-то в школе или где-то на в деревне торжественное какое-то собрание Это не не было? помню. Не помните? Да? Нет. А вот День Победы пришел, да, ну, одержали победу в этой войне. Вы помните, может быть, как приходили из фронта уже? Встречали? У вас ведь брат Он- пришел, говорите, тоже. Он ведь не домой пришел. Он не Он домой. же офицер. Да. Его послали, их рассылали по городам. Ну, как еще охрана, чтобы. Он попал сразу в Краснодар.
потом Майкоп. Ну, продолжал служить. Да. Продолжал Их служить. не отпустили домой. Не отпустили. Он только в отпуск приезжал и все. А вот других, может быть, видели? Других у нас никто вообще-то не пришел. У нас у бабушки 4 сына ушло. И все погибли? А вот отец-то мой, бабушка-то ведь и живая осталась. Вот сын один, теперь Вова же в милиции на доске. Почета? Не почет, а как? У них Доска памяти да. доска. участников Вот войны. посмотрите, может, скажут вру. Сырчин Григорий Лаврентьевич. Вот его одного нашли, где погиб, где что. Других нет, да. И всего получала 12 рублей. И умерла одна. Ну, я же ходила, но недалеко мы друг от друга жили, так мне же пришлось хоронять некому. А сколько классов вы закончили? 5. 6 пошла, обуви-то не стала, лапоть у меня потеряла в Потерялся, поле, остался. И мама не стала больше учить. А все на детдомовских я завидовала. А в чем им завидовали? Я завидовала. Они через дорогу, ведь тут детдом-то был. Рядышком со школой. Со школы двухэтажной-то. Вот они придут одетые и обутые, а мы придем. У меня было платье портяное. Выйдешь с доски, они смеются. Они же над нам смеются еще. Они сытые, их накормят и все. А нам картошку положат вот в сумку. Сумка была портяна, все на плече носила уж. И картошка вся застынет, придет. Чернила застывали. 4 километра мы ходили в школу в Овош. От Начаркати-то ведь 4 километра у нас было. А вот, ну как, и так и не стала учиться. Они же смеются над нами. Ну пусть у них не было ни родителей. Мы тоже не видели ведь матерей-то. Ну да, выросли тоже, можно сказать, без родителей. Да. Станешь, их уже нету. На работе уже они. Вечером уже ложишься спать, сытый ли, голодный ли. Родителей нет. Приходилось быть самостоятельными. Да. Ну вот 5 Чем- классов вы закончили, 5. а потом А чем потом занимались? дома пробыла, потом меня к сестре отправили на лето. И я там получила паспорт. Это куда? Это в город, да? В городе вот старшей. Угу. Паспорт я получила, и 17 лет ведь тогда давали. В 17 лет я получила паспорт. Обратно приехала домой. Та сестра не пускает домой. Зачем приехала? И потом они уехали на поселок, а я так и в доме с мамой осталась. Мама-то жива еще была. И что? Потом я устроилась на поселок на работу-то. Как устроилась На месяц... предприятии, да? Да. Как устроилась на работу, этот председатель-то у нас Федоровна была. Как она работать некому стала. Наш колхоз дали 24 часа, говорит, паспорт, чтобы принести. Романов был тогда этим милицией-то работал. Федоровна-то строгая была. Да, 25 лет она была председателем у нас. А вот что, отобрали паспорт, пришлось в колхоз. Вот с тех пор в колхозе все. Изгорбатились, и что толку? Даже ветерана нету. Я ведь никуда не ходила. Ну, сюда приехала, так я ведь... А работали на ферме? Я на ферме, у нас овечки были Мгм. в нашей бригаде. Мы зиму, значит, кормили, а лето сами пастушили. Еще вот, ну, когда отдых нам дают, через 2 дня отпастушишь, 3 дома. Все же дрова приготовишь. А много было голов у вас овец? Весной с малолетним 800 как-то выпустили. 800? Да. Да, немало. Ничего много, себе. да. Ну, работа ведь, дело молодое, наверное, в клуб или куда. Не было клуба у нас.
А куда тогда отдыхать? Никуда, сколь поиграли, играли вот на улице. Да. Лавочка была. Женихов, надо было ведь себя женихов-то Вот в показать. 58-м я в замуж вышла. Ага. А муж, он где работал? Н- Откуда? С этой же деревни? Ага. Ну, они приезжие, но у нас в деревне жили. У вас Он к нам пришел. У них семья была большая, а мы с мамой уж остались только. И он к нам пришел. у вас жил, да? Да, так что недолго. 29 лет и умер. Вот у меня 2 детей осталось от его. Любовь Лаврентьевна, все-таки у вас детство, юность было тяжелое, Не было его. не было его, да. Поэтому, может быть, все равно хотели получить какую-то хорошую профессию, кем-то стать. Наверное, мечтали о чем? О чем? Ни о чем. Даже и не думала. Ни В о чем не колхозе думали. прожить и все. Да. Куда больше. Неграмотному. Вам в жизни досталось очень пережить очень тяжелые события. И война, и послевоенное время. А сейчас мы живем в мирное время. Что бы вы хотели пожелать молодым? Так пусть бы жили, войны бы не было. Спокойно бы жили. Что пожелаю я от меня, что уж получить?